Так, читаем. Реализация Мюнхенского соглашения по отторжению судет от Чехословакии. Отторжение судет от Чехословакии стало возможно только благодаря фактической капитуляции президента Эдварда Бенеша, который принял его условия без согласия национального собрания. Тогда многие чехословацкие политики были готовы к сопротивлению нацистам и даже планировали до этого военный переворот против Бенеша, на который все-таки не решились. А через 2 недели, уже после того, как были созданы судеты, Бенеш под давлением немцев был вынужден подать в отставку и покинул страну. Президентом Чехословакии стал Гаха, который не выдержал гитлеровский шантаж и уже через несколько месяцев согласился на немецкую оккупацию и отказ от независимости ослабленной и униженной страны. Новый Мюнхенский сговор невозможен, в том числе и потому, что Зеленский никогда не поступит как Бенеш. В Мюнхене были чешские представители, но они не были даже допущены на передовые переговоров, на которых великие державы решали судьбу их страны. Они сидели и обреченно ждали, когда им вручат приговор. Украинцы никогда так себя не поведут. Украинские власти уже показали, что не будут поддаваться на шантаж, от кого бы он ни исходил, и никому не позволят решить судьбу своей страны. Вот здесь я добавлю свое, как раз тоже сегодня что-то размышлял об этом. Можно назвать так. Как я всегда говорю, Башкортостан, Татарстан, это наши русские, свои, да, допустим, если они пойдут против Путина. И тут вот можно тоже также сравнивать такую же хуйню, что если смотреть на Зеленского, и смотреть на Трампа, и на европейцев, я всегда вам это говорил, блядь, они не хитро выебанные. Мы люди СССР. И Зеленский тоже человек СССР, хоть он еврей. Почему я акцентирую на нацию? Ну, сами понимаете, мы мусульмане, альхамдулилля. Поэтому акцент идет именно вот такой. Ну, это другая тематика. В других каких-то моментах я уже об этом 1000 раз говорил в Ютубе. У меня постоянно проскальзывает. Ну, когда речь идет о том, что мы, мусульмане, и в тот же момент сравниваем еврея и даем какие-то ему плюсы или минусы, люди могут подумать, блядь, какой-то ты странный. Нет, не странный. Я могу это как бы конкретно так сопоставить исламом, что если они нормальные, точнее, вот другие нации, да, то дружите, живите спокойно, не воюйте. Короче говоря, хуйню не страдайте, говорится там. Исходя от этого, для нас, для Башкортостана с Татарстаном, Украина нихуя плохого не сделала. Нас не волнует какой там президент. Понимаете? Волнует только это Путина сраного. И вот когда идет речь о том, что Зеленский, допустим, не нравится этому Трампу, я говорю одно. Мы все рожденные в этой сраной СССРской системе. Мы дети СССР, люди СССР. В данный момент. В дальнейшем мы будем говорить, наверное, точнее, уже, может, нас не будет. Те будут говорить, дети наши, мы дети Путина. Когда, как всегда я вам говорю, дети Каримова в Узбекистане, блядь, тоже набушки ебанутые. И тут тоже растут такие же набушки ебанутые наши дети. Если мы, как говорится, им не создадим условия независимости Башкортостана с Татарстаном, их нужно будет перевоспитать. Потому что они точно нахуй не будут в дальнейшем, как говорится, башкиртами или татарами. Они просто будут хуй повешь блядь, нахуй. Они будут говорить, мы россияне, и все. И тут, сравнивая, блядь, Зеленского, возвращаясь к теме, Трамп и Европа, нахуй, это не хитро выебанные люди. Они свои оболочки хитро выебанные, базара нет. Но я всегда это буду сопоставлять на своих примерах. Как сказать, блядь, нахуй. Не в том смысле, что я хитро выебанный или кого-то я наебал, блядь, чтобы у вас такие мысли не было. Нет. Именно о том, что у нас есть ушлость, блядь, ушлость. И вот эта ушлость, нахуй, какой-то хуй с Америки пытается нас на всей земле, вот на всей земле, бывших СССРовских, да хуя, блядь. И вот эта наша ушлость, нахуй, когда ты пытаешься выжить, блядь, не сравнится с американской, нахуй, хитровыебанностью. У них нет этого. У них даже нет этого выражения хитровыебанный. Даже это хитросегальган, нахуй. Ну, это даже на татарский не перевести, блядь, нахуй. Ну, это чисто, блядь, узкожопое выражение, блядь. Исходя от этого, это выражение, оно дает прям в корень тому, что какой-то черт пытается наехать на нашего, можно так сказать, Зеленского, который, нахуй, блядь, родился в СССР, хоть и еврей, блядь. Я вам еще раз контактирую эту тему, прям, то, что он еврей, блядь. Но он наш еврей, блядь, если на то пошло. Был бы, не он, другой был бы, может, украинец, допустим. Мы бы говорили бы, это наш СССРский украинец, блядь. Он хуй положит на Трампа, блядь. Допустим, вот так было бы дело. Но теперь, в чем прикол? Прикол в том, что мы не можем одну вещь понять, блядь, что Башкортостан с Татарстаном, все мы, блядь, завязаны в этом дерьме все вместе. Все вместе завязаны, блядь. Когда на той стороне кричат сюда, блядь, укропы, сдохните, блядь. Наши земляки кричат об этом, блядь. Я не хочу просто приводить пример, потому что, так скажем, блядь, я читал этот комментарий у, так скажем, у своих знакомых, так примерно, может, скажем, ВКонтакте. Поэтому, когда выражается слово, блядь, нахуй, ихне, блядь, таким макаром, ну, как бы, как нашим землякам чурки, блядь, орут эти узкожопые, а те начали орать из Башкортостана, с Татарстана, орут на них укропами. Их назвали укропами. Теперь я к чему это? К тому, что вот Башкортостан с Татарстаном должен понимать, что мы в одном дерьме, блядь. И это дерьмо называется это Москва. Когда, блядь, нахуй, как раз беря пример вот этого, блядь, что 23-го будет какая-то нахуй хуйня в Уфе, блядь, показуха, блядь, какая-то, блядь, доспеха, блядь. Мы должны понимать, Башкортостан и Татарстан, что мы те люди, которые, блядь, нахуй, так скажем, блядь, нахуй, легли 500 лет назад в это сраное рабство. И вы же сейчас, имея свое, блядь, тамга, блядь, нахуй, рабство, идете создавать в Украине только такое же рабство. Вот поэтому мы должны кровь из нос поддержать, хоть и еврей, этого Зеленского, потому что на него уже пошла атака не только Путина этого сраного, нахуй, а вот этих сраных тупорылых, нехитро выебанных, тупых американцев. За кордоном ебаняет, нахуй, там за водой, блядь. Понимаете, блядь, за морями 3-9 земель, нахуй, блядь. Этот пидор пытается, блядь, учить, как жить, нахуй, нас, блядь, хитро выебанных СССРских, нахуй, мужиков, как жить, блядь, нахуй, и как рамсить против такого гниды, как Путин, блядь. Понимаете смысл? И тут, да, вы можете сказать, блядь, ну он же, типа, бизнесмен, он хочет что-то там, свою выгоду иметь туда-сюда, нахуй. Ну, я не спорю, блядь. Война это вся постоянно выгода, блядь. Мы это знаем. Путин, блядь, свой рухлядь, нахуй, использовал. Европа использовала свой рухлядь, нахуй. Америка свой рухлядь использовала, которая передает с Израиля сюда напрямую. Всю рухлядь свою. Это нормально. Это вот именно это и есть война, блядь. Но это вся рухлядь, блядь, рано или поздно закончится, блядь. А может, уже закончилась, блядь.
И поэтому, когда у нас идет такая демагогия, когда, блядь, что вот все вот эти, что происходит, блядь, нахуй, нас не касается, это прямолинейно касается вот этих всех людей, которые были СССР. Мы тупые. Манкурты, грубо говоря, да, наши, да? Ну, оставь его, я не манкурт, блядь. Исходя от этого, мы должны понимать, что вот этот, блядь, Башкортостан с Татарстаном, отстегивая, нахуй, 1 триллион, помните, я говорил какую-то сумму, блядь, 1 триллион, сколько там миллионов отстегнул Татарстан, а Башкортостан, так и мы не узнали, сколько, я не знаю, вытаскивал вроде сумму, я как говорил. То же самое примерно, блядь. То ли 1 триллион, а там вроде Башкортостан давал вроде бы 800 миллионов, блядь. Или миллиардов, блядь. Хуй, блядь, хуй. Я цифр не знаю, блядь, так дохуя цифр. Нулей, блядь. И вот, короче, окей, вот это и есть рабство. Вот это и есть рабство, что Башкортостан отстегивает до сих пор все бабло свое. И помогает уничтожить Украину. Мы должны сейчас, Башкортостан и Татарстан, как-то вместе собраться, нормально адекватные люди, собраться и начать какие-то разговоры. Я в тот раз где-то там предлагал одну вещь. Недавно где-то в эфире говорил я, вот сегодня в Ютубе тоже скажу, чтобы запись пошла. Все вот эти разговоры, которые происходят у нас везде, насчет вот этих, все, так скажем, блядь, блогеры, блядь, как их назвать, даже не знаю, блядь. Блогер скажу как-то не то, блядь. Это как-то больно унизительно, блядь. Те, которые, нахуй, борются против этой пидорасии. Давайте так будем говорить, нахуй. Борцы за свободу. Борцы за свободу гундят только о том, что на своем эфире что-то пропиздушится, и все, нахуй. И пойти спать, нахуй. Я на днях как раз говорю, вот еще раз говорю, предлагаю сделать такую публику. Давайте создадим. Ну, конечно, эти люди должны быть такого же взгляда, само собой. Ну, может, плюс-минус разного там. Но у них должны быть тоже какие-то, блядь, так скажем, даже, может, не каналы, блядь, ну, хотя бы что-то YouTube, чтобы он оттуда выходил. Сделать конференц-связь. Эту конференц-связь нам нужно записывать. Не так 2-3 человека, как они делают, а все люди. Допустим, из Башкортостана, с Украины, с Татарстана, с Чечни, с Дагестана, разницы нету. Отовсюду. Создать такую вот, так скажем, группировку, которая будет вести эфиры чуть ли не каждый день. В идеале каждый день надо, хотя 5-2. Вести примерно вот такие эфиры о том, как мы будем разъебывать Москву. Ну, примерно такая тема должна быть. Чтобы мы каждый раз показывали людям, не так, что, блядь, я выскочил там 10 минут, блядь, что-то пропиздошил в окно, блядь. Габасов что-то там у себя в офисе что-то там говорил 12 минут, блядь. Нет, не такая хуйня. А вот именно такая, чтобы мы каждый день о чем-то говорили в этом эфире и каждый день собирали людей, которые не безразличные, которые хотят задолбать Москву, блядь, полностью, раздолбать полностью, да, и тем самым, ну, эти эфиры должны быть у нас как канал, вот, допустим, каждый день, вот, телеканал «Дождь», да, вот смотрим, новости, у нас то же самое должно быть, каждый день. Если у нас этого не будет, я понял, что вот этой херней, которая выскакивает там по кусочкам, этот сказал, я сказал, 5-10, мы так нихуя никогда нахуй не победим, блядь, это зло, никогда. Вот когда мы сделаем вот этот 50-100 человек людей, которые будут выходить каждый день в эфир и говорить свою речь и общаться, ну, само собой, по очереди будем общаться, мы же, у каждого у себя дома будет, блядь, и там есть функция, вот, когда меня вытаскивали в Zoom, микрофон включаешь, и вот, и каждому слово дается, ты что скажешь, вот так мне говорили. Ну, вот это когда я был у Кашапова, блядь. И вот мы должны к этому подготавливаться каждый день и толкать людям речь, которая дает нам право поднять этих людей, блядь, на борьбу против Москвы. Но речь наша должна быть конкретной, которая призовет людей взять в руки оружие. Да, вы бы сказать, можете, блядь, какой-то Ленина, что ли, нахуй? Революция туда-сюда. Нет. Нам ни революция, ни Ленина, нахуй нам ничего не нужно. Нам нужно именно народ, который, пусть он не дохуя будет, я как всегда говорю, 50-100 тысяч. 50-100 тысяч людей, мужиков от 30-50, которые реально могут взять себе, как говорится, в обмундирование, блядь, все бронежилет, нахуй, автомат в руки и пойти на Москву. Вот нам нужны такие люди. Тем самым эту публику тоже подзывать в этот же канал, они также будут заходить, и мы дальше идем общаться. И таким образом развивать нашу общность. Так скажем, блядь, 50 человек было, допустим, 100, 200 и так далее. И каждый раз, ну, кто-то может выходить, кто-то нет, может, кто-то будет на работе и так далее. Публика не должна уменьшаться. Наоборот, увеличиваться должна быть. И вот тем самым вот эта публика, я считаю, и будет звоночком после Путина, до Путина, похуй, кто там будет в Москве, это и есть тот звоночек будет, чтобы они поняли, что народ все равно восстанет. Вот это мы должны доказать. Но как это будет происходить? Это, ну, знаете, как, блядь, нахуй. Наверное, время покажет. Я не могу за это ответить, но суть наша должна быть такой, чтобы не как мы, выскочки каждый из своей хаты, блядь, выходит, что-то пропиздошил, и друг с другом нет связи. Вот этого не должно быть. Почему я говорю, надо стрим делать с этим, разницы нету. С кем, да? Стрим надо сделать. Для того, чтобы аудитория была масштабная. Пока у нас нету, значит, получается, людей, которые готовы воевать идти, значит, мы должны искать. Только таким образом. У нас другого варианта нету искать. Мы в тупике. Ну, в идеале, конечно, я не в тупике, я готов идти, но в такой, блядь, какой-то бардак, блядь, я идти не собираюсь. Где нет, блядь, ни головы, ни жопы, как говорится, хуй поймешь. И чтобы, так скажем, блядь, опять у них мысль такая не появлялась, что ну вот иди в Украину и воюй с ними. Нет. Вот эта тактика вообще не моя. Это нам не интересно, по идее не интересно. Потому что мы не идем, чтобы напрямую, блядь, нахрен, освобождать Украину. Нет, мы идем косвенно по их земле ебашить Москву. Понимаете, вот в чем суть идет, понимаете? Почему? Я 1000 раз об этом говорил. Потому что вы не идете на Москву, блядь. Вам нельзя. Трамп сказал нельзя, блядь, нахуй. Европа говорит нельзя, блядь, стрелять, блядь. Затрахали они, блядь. А я же вам почему говорю, что они не хитро выебаны, уёбки. Потому что, нахуй, у них есть внутренняя трусость, нахуй. Понимаете? А у нас, нахуй, этой трусости нету. А у манкуртов у нас тоже не трусы, по идее, нахуй. Поймите, они тоже идут же убивать украинцев. Они не трусы, блядь. Они тупые.
Они не могут понять, что враг в Москве, блядь. Их можно называть тупыми, но не трусами, блядь. Они те еще маньяки, блядь. Детей ебут 9-летних. Они точно не трусы, блядь. Просто, блядь, нахуй, у них, так скажем, блядь, заложено что-то не то, блядь. Роботы, ёпта. Не с того.